В январе истекает срок лицензии у большинства управляющих компаний республики. Чтобы получить разрешение Стройжилтехнадзора Коми на обслуживание дома, требуется огромный перечень документов. Подготовка к перелицензированию идет на протяжении всего срока лицензии – целых 5 лет. Конкуренция на рынке этих услуг не маленькая, потому те управляющие компании, которые хотят остаться на плаву, прекрасно понимали, расслабляться на протяжении всего этого периода было нельзя. Иван Беречевский продолжит. Под крылом жилищно-коммунальной компании в столичной орбите порядка 100 домов. На рынке услуг организации уже больше 10 лет. С 2018-го работает по лицензии. В январе ее срок истекает. Времени на исправление ошибок нет, отмечает представитель управляющей компании. Работать хорошо нужно было на протяжении всех 5 лет. Только в этом случае управляйка может рассчитывать на продление лицензии. Мы, наверное, я надеюсь, как и большая часть управляющей компании, активно готовимся к этому процессу, потому как помимо получения и сбор необходимых документов, так скажем, именно такого технического характера, очень большой раздел, который необходимо подготовить управляющим компаниям для того, чтобы получить лицензию, это заполнение ГИС ЖКХ. Соответственно, этот портал, так скажем, он очень объемный, очень глубокий, и вот для его заполнения требуются очень большие силы. И это далеко не все. Справки и запросы о наличии судимости, каких-либо нарушениях и многое другое. Подготовка документов идет на протяжении всего срока лицензии – 5 лет. Но собственников жилья мало интересуют бюрократические тонкости управляющей компании. Для них главное – результат. У жильцов этого дома, к примеру, претензий к управляющей компании нет. На клумбах придомовой территории поставили оградки. В подъездах появились пластиковые окна и двери тамбура. Сейчас решается вопрос об установке велопарковки на лестничной площадке первого этажа. Сами жильцы уважительно относятся к работе коммунальщиков и поддерживают дом в порядке. А потому здесь всерьез обеспокоены тем, как пройдет процедура получения лицензии у их управляющей компании. Дом содержится очень хорошо. У нас очень ответственные, у нас сотрудники, наши домовые управляющие компании, что электрики, что дворники, что сантехники. Замечательные люди. Очень хорошая управляющая компания, очень хорошие, замечательные работники, очень творческие и вообще профессионалы своего дела. Нет, не хотим. Хотим, чтобы были они у нас всегда. Между тем, в республике есть немало примеров, когда управляющие компании свою работу выполняют не так хорошо, как хотелось бы жильцам. Сейчас в республике к продлению лицензии готовятся 184 управляющие компании. Они обслуживают более 4000 домов. Иван Беречевский, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар. Срок подачи заявок в Республиканскую службу Стройтехнадзора с 11 по 31 октября. Что необходимо предпринять, чтобы продолжить свою работу и не оставить многоквартирные дома без управления? Об этом в интервью с Ольгой Микушевой, исполняющей обязанности руководителя службы Республики Стройжилтехнадзора. Ольга Михайловна, срок действия лицензий 184 управляющих компаний завершается 11 января 2023 года. Это коснется компаний, которые получали этот документ до 1 января 2018 года. Что за этим может последовать? Если управляющие организации не продлят срок действия лицензии, то они не смогут осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами. Все дома, находящиеся в управлении управляющей организации, рискуют остаться без управления. Что же нужно сделать управляющим организациям, чтобы продлить лицензию, продолжить свою работу после 11 января? Для этого управляющие организации должны своевременно обратиться в адрес службы с заявлением о продлении лицензии. Но предварительно управляющие организации должны убедиться в том, что они соответствуют лицензионным требованиям, которые предъявляются к ним именно для проведения процедуры продления лицензии. А в какие сроки, в какой форме необходимо им подавать документы на продление этой лицензии? Заявление о продлении лицензии должно быть подано через портал госуслуг не ранее, чем за 60 и не позднее, чем за 45 рабочих дней до окончания срока действия лицензии. Это период с 11 по 31 октября 2022 года. Специалистами службы будет проведена проверка соответствия лицензиата на соответствие всем требованиям. И в течение 15 рабочих дней принято решение о продлении действия лицензии, либо же об отказе в ее продлении. Если управляющая организация нарушит сроки подачи заявления, либо не представит вообще заявление в установленные сроки, то действие лицензии будет прекращено. А почему служба обращает на этот вопрос уже сейчас внимание, хотя до подачи заявления еще чуть больше месяца?
Это обусловлено тем, что для того, чтобы лицензия была продлена, управляющие организации должны соответствовать определенным требованиям. Например, у управляющей организации не должно быть грубых нарушений лицензионных требований, неисполненных предписаний об устранении грубых нарушений лицензионных требований. Кроме того, в ГИС ЖКХ должна быть размещена вся информация, которая необходима к размещению. Причем эта информация должна быть размещена по всем многоквартирным домам, которые находятся в управлении данной управляющей организации. И если управляющая организация не соответствует хотя бы одному из установленных требований, в продлении лицензий данной управляющей организации будет отказано. А как служба может помочь управляющим организациям правильно подготовиться и подавать документы на продление лицензии? Служба осуществляет методическую, информационную поддержку управляющим организациям при подготовке к продлению лицензии. Кроме того, мы оказываем консультации управляющим организациям. На сайте службы мы создали специальный раздел, в котором размещена вся информация, касающаяся данного вопроса. А что же делать жителям многоквартирных домов, если все же их дом остался без управляющей компании, не продлили им эту лицензию? Для того, чтобы дом не остался без управления, жители, узнав о том, что их управляющая организация не смогла продлить свою лицензию, жители должны в очень короткий промежуток времени принять решение о дальнейшей судьбе своего дома. То есть они должны принять решение о выборе иного способа управления, либо о выборе иной управляющей организации с действующей лицензией. Причем этот выбор собственники осуществляют на общем собрании. Если же они эти решения не примут, то решение об управлении многоквартирным домом будет принят органом местного самоуправления. А как жильцы могут узнать, продлена лицензия или нет? По всем управляющим организациям, у которых истекает срок действия лицензии, службой в течение ноября 2022 года будут приняты решения о продлении лицензий, либо же об отказе в продлении действия данных лицензий. Вся информация будет размещена на сайте службы, в ГИС ЖКХ, в средствах массовой информации. И кроме того, узнать данную информацию жители смогут, обратившись непосредственно в свою управляющую организацию. И если жители узнают, что их управляющая организация не смогла продлить лицензию, то в течение декабря 2022 года у них будет время для проведения общего собрания, и на котором жители смогут определиться по способу управления своим многоквартирным домом. Ольга Михайловна, я благодарю вас за интервью. Спасибо вам.